Книга Ташидондок и Сергея Батоевых «История рода Бадмаевых, основоположников в тибетской медицины в России». Глава 3. Родословная семьи Мунтаровых из Топтаная. Текст от авторов читает Баир Дугаржапов, ведущий научный сотрудник Агинского национального музея имени Гамбожап Цыбикова. Заключительная 21 часть. В предыдущей 20 части мы перечисляли разных родных Мунтаровых, как написано, и продолжаем. Итак, Раднаев Харла был усыновлен семьей Шагдарова Дугара, и он стал Шагдаровым Харла. А Шагдаров Дугар был старшим братом Шагдаровой Индры. О Шагдаровых мы уже упоминали выше. В 1920 году семья укочевала в Монголию. Данных о Раднаевой Долгаржап у нас не имеются. У Мунтарова Жалсарая был первый сын Жалсараев Гомбо. У Гомбо родился сын Гомбоев Санже, а у него были дети Барханде, Самбу, Цидинджаб, Сагаде, Мыдыгма. К сожалению, о них сведений нет. У второго сына Мунтарова Жалсараева Дамбы родились дети Нимбугалсан, Базар, Пальжа и Ташидоржа. Возможно, Дамба укочевал в Монголию, а остался в Алханай его сын Дамбаев Базар. У него был сын Базаров Дугаржап. Он женился, и родились дети Дугаржаповы Дугардан, Дугар и Долгар. Конечно, мы помним Дугардана и Дугара, а Долгор живет в местности Сахюрта. Дугаржапов Дугардан стал замечательным торговым работником села Дульдурга. Его младший брат Дугар Базарович работал преподавателем Топтанайской средней школы, а затем ее директором. Он окончил Хабаровскую высшую партийную школу. В дальнейшем Дугар Базарович Дугаржапов был секретарем Агинского райкома КПСС, а потом секретарем Агинского окружного комитета КПСС. В 1911 году указан бадангутского рода Циренов Тудуб. 49 лет было. Тут говорится по состоянию 1911 года. Да, и Циренов Тудуб было 49 лет. Он был родом 1862 года. Его сыновья Тудупов Раднабазар, 15 лет ему было, 1896 года рождения был. И Тудупов Улзы, 7 лет было ему, 1904 года рождения был. Жена Самданова Алхамажаб, 33 года ей было, 1878 года рождения. И дочери Тудупова Арата Дулмажаб, 8 лет было, 1903 года рождения. И Тудупова Дулма, 5 лет было, 1906 года рождения. Семья имела один дом, одну деревянную и одну войлочную юрты, 5 лошадей и 23 головы крупного рогатого скота. Так указано выше Жалсараев Гомбо из семьи Мунтартана бадангутского рода женился на Бадмаевой Демид. Она была хуацайского рода. Ее отец, упомянутый выше Данцухан Бадма. В семье появился сын Гомбоев Цирен, который потом женился, и у него родился сын Циренов Тудуб. Его мать Санданова Алхамажаб, Гомбоев Дамдин рано умер, Гомбоева Рыгзыт детей не имела, Гомбоева Шаракшин неизвестна судьба, Гомбоева Сырма Баваде. У Сырмы родился сын Жигмит Доржи, и он женился на Тудуповой Мыдыгме. Родились дети Оксана, Марина, Булат, Баир и Дарима. В 1913 году упомянут Циренов Тудуб. 50 лет было, это по состоянию 1913 года. И Циренов Тудуб 50 лет, 1863 года рождения был человек. Его сыновья Раднабазар, Божгай, Лупсум Базар, в скобках указано, 17 лет, 1896 года. Улзы 9 лет, 1904 года рождения. И Чимит даже 2 года было, 1911 года рождения. Семья жила в местности Олхасав,
В 1916 году Цыренов Тудуп, 54 года, 1862 года рождения. Его жена Санданова Алхамажап, 40 лет, 1876 года. Такое ощущение, как будто я повторяюсь. Может быть, была ошибка. Ладно, читаем дальше. В 1909 году Т. Цыренов без оплаты отдал свой большой дом, когда впервые открывали одноклассное народческое училище в Нижнем Топтанае. Какой благородный поступок совершил Цыренов Тудуп. В 1916 году сыну Цыренова Тудупа, Тудупову Раднабазару, было 21 год. Он был 1895 года рождения. Он не был женат. Следуя далее, по архивным данным, у Цыренова Тудупа 1862 года рождения упомянуты 5 детей. Его жена Санданова Алхамажап, 1876 года рождения. Они воспитывали детей Раднабазар, опять же, Божгэ, Раднабазар, Лупсамбазар, 1895 года рождения. Улзы 4 года, 900, конечно. Чимидержати 1911 года. Арат Дулмажаб, это же мы читали уже. Жена Тудупа была моложе его на 14 лет. Конечно, в те годы была большая детская общая смертность от различных болезней и тяжелых условий жизни и труда. По данным монголов, у Тудупа было 6 детей. Это мы уже перечисляли. Божгэ, Арата, Шоэжит, Мадыгма, Цимжит, Долгор. Однако по архивным данным указаны Арата 1903 года, Чимидержати 1911 года рождения, Цимжит 1914 года рождения, Долгор 1917 года рождения. По другим данным, Б.Ж. Жаргалова, Санданова, Хамажап действительно была замужем за Цыреновым Тудупом. Родились дети Тудуповы Арата, Шоэжит, Мадыгма, Цимжит, Долгор, Циндыма и Илхамажап. Тут годы жизни указаны. По сведениям, Тудупова и Долгор, родной брат Божгэ, Лупсумбазар или Раднабазар, жил в Пекине в дореволюционный период. Постоянно он приезжал в Топтанай с женой, они воспитывали сына и дочь. Но с закрытием границы он так больше и не приехал. Все-таки надо полагать, что речь идет о Тудупове Раднабазаре. Он был первым ребенком в семье Цыренова Тудупа. Так, сестра Тудупова Арата Дулмажаб родила дочь Норжама в 1932 году. Ее муж Ринчин Балаев Дашанима. Родились дети Сысыгма 1953 года рождения, Сыржу 1954 года рождения, Цепилма 1956 году, Батар 1958 году, Дулма 1961 году, и Баер в 1962 году, и Гамба в 1971 году родился. О Тудуповой Шоэжит сведений на сегодня не имеется. Тудупова Мадыгма, ее мужьями были Жалгалжап Бароев и Жамсо Цимпилов. Может быть, тут ошибка Жалгалжап. В общем, я читаю, как написано. Она родила сына Батымунко Жамсоева в 1930 году. Батымунко женился на Чимиджап Дамбиевой из Узона. Родились дети Марина и Борис. У Марины дети Доржи и Саян, а у Бориса 2 детей. Тудупова Циндыма являлась женой Дамдина Раднаевича Дагбаева, 1907 года рождения. Они воспитывали дочь Бальжаниму, то есть Галину. Ее муж Дашанима Дамбаев. У них появились дети Сысыгма и Цирен. У 6-й дочери Цыренова Тудупа Хамажап Бувенца было 5 детей. По рассказам Тудуповой, Долгор в местности Усть-Хондой проживала семья Мунтартана и Бадмаевых. Жена Мунтартана была Удгын Янжима. Да, но об этом было тоже сказано выше. У них был сын Жалсарай а от него родился сын Жалсараев Гамбо. Гамбо воспитал сына Цирена, а у него появился сын Тудуп. Тудуп женился на Самдановой Хамажап. Жили по соседству с семьей Тансухан Бадмы. Его дочь Бадмаева Демид вышла замуж за Гамбо Жалсараева. В семье родился сын Гамбоев Цирен, от которого родился сын Циренов Тудуп. Вот именно Циренов Тудуп ездил в Санкт-Петербург
к Петру Александровичу Бадмаеву, доставляя травы своего края по его заказу. Петр Александрович Бадмаев очень хорошо принял Цыренова Тудупа, одарил подарками. Тудуп окончил гимназию с медалью и по поручению Петра Александровича ездил в Монголию, а затем в Тибет для ознакомления с местными лекарственными травами. Безусловно, он изучал тибетскую медицину. Однажды Петр Александрович сказал: «Тудуп, хорошо ты знаешь свойства этих трав, поэтому начинай лечить людей на месте». Поэтому Цыренов Тудуп приступил к лечению лекарственными травами людей у себя на родине. Сын Тудупа Цыренова, Тудупов Цымжит Цыренович, годы жизни 1914 и 1943 годы, родился в распадке Усть-Ханде Топтанайского самона в семье крестьянина, кочевника среднего сословия. 1 сын и 6 дочерей воспитывались в многодетной семье Тудупа. Цымжит владел старомонгольской письменностью, работал трактористом в колхозе Болбасан, затем переименованным в колхоз имени Ленина Топтанайского сельского совета. На войну Тудупов Цымжит ушел осенью 1941 года. Кратковременно переучившись, стал механиком-водителем танка. Почти 2 года Цымжит Цыренович участвовал в ожесточенных кровопролитных сражениях с немецко-фашистскими захватчиками. Несколько раз был тяжело ранен, проявил мужество и отвагу. Командование воинской части, где сражался Цымжит, прислало родным в Забайкалье армейскую фронтовую газету с его фотографией с боевым оружием в руках, где особо был отмечен героизм танкиста Тудупова Цымжит, который лично уничтожил 33 фашиста. Жаль, не сохранила старенькая мать Цымжита эту ценнейшую вырезку из газеты. Цымжит Цыренович последний раз был тяжело ранен в грудь в 1943 году и умер от ран в военном госпитале. Он служил в звании сержанта 1289-го стрелкового полка 11-й отдельной стрелковой дивизии. Известно, что в жизни он был простым, жизнерадостным человеком, много шутил в кругу своих односельчан. Близким другом был Будаев Махазагда. Вечная слава живым и павшим героям боевых сражений Великой Отечественной войны. Земляк Бадмаевых Цыбенов Батумунко предоставил рассказ о своей матери. Его мать Тудупова Долгар, родившаяся в 1917 году, поведала, что является родственницей рода Бадмаевых. Родная сестра Тудупова Цымжита Долгар, 1917 года рождения, ветеран труда, родилась в распадке Усть-Ханде Топтанае в арадской семье Цыренова Тудупа. Безграмотная, несколько вечеров ходила в ликбез, вечерняя школа на дому по ликвидации безграмотности. Трудновато жилось в многодетной семье Тудупа, 6 дочерей и сын Цымжит Тудупов, который погиб на фронте. Так из дочерей средняя была Долгор. С малых лет она пасла скоту состоятельных земляков. Одной из первых женщин вступила в сельхозартель Болбасан. 7 лет работала дояркой, 34 года пасла овец, а в том числе 6 лет трудилась чаваном в совхозе Даурский Забайкальского района. А остальные годы работала в колхозе имени Калинина Топтанайского сельского совета до преклонного возраста. Тудупова Долгар была замужем за Бароевым Цыбеиным 1910 года рождения, который был хубтутского рода. Ну и указывают детей. Значит, родились дети Бальжинима, Дарима, Чемиджаб, Батар, Дарижаб, Батумунко, Хандажаб, Должинжаб. Таким образом, Тудупова Долгар прожила долгую, счастливую жизнь. И в возрасте 96 лет она покинула земной мир. Бароев Цыбен родился в местности Асышибр, умер в 1978 году. Конечно, особых наград не снискали Цыбен и Долгар, но тем не менее они самоотверженно и честно трудились на ниве выхаживания многочисленных колхозных отар овец. На этом мы заканчиваем всю книгу. Значит, книга у нас составила 21 часть, было 3 главы, и есть в этой книге 4 глава.
там вкладышем, значит, отпечатаны фотографии. Вот глава 4, фотогалерея называется. И здесь фотографии, значит, Имчила Масулчим, это старший брат, самый старший, который самым первым попал в Санкт-Петербург. Вот военный врач Александр Бадмаев, ну и так далее. В общем, дальше мы просмотрим фотогалерею. Хочется еще сказать несколько слов. Это огромный труд двух авторов, Даштандак Бальжитовича и Сергея Даштандаковича Батоевых. И я слышу, что не согласны с тем, что сказано в этой книге. Это касается и родственников Петра Бадмаева. Но я думаю, не стоит слишком уж предъявлять какие-то претензии к этим авторам этой книги, а лучше создать свою версию, как вы считаете правильной, свою версию, и издать тоже книгу. И эту книгу мы также ознакомим вас с той новой книгой, то есть с новой версией родственников Бадмаевых. Всего вам доброго, удачи и мирного неба над головой.